одно из лучших произведений о войне. Сюжет повести построен на реальных событиях. Автор с пронзительной искренностью рассказывает о судьбе 5 юных девушек. Действие разворачивается в мае 1942 года в болотистых карельских лесах. На железнодорожном разъезде, важном военном объекте, командует суровый старшина Восков. Младший сержант Осянина замечает в лесу 2 немецких разведчиков и сообщает об этом Воскову. Старшина предполагает, что фашисты следуют к Кировской железной дороге. Он решает идти на перерез врагу, коротким путем, болотами, и уже там ждать немцев, которые, как он рассчитывает, пойдут по окружной дороге. С ним на боевое задание отправляются 5 бойцов. Стояли безветренные белые ночи. Длинные от зари до зари сумерки дышали густым настоем зацветающих трав. По утрам можно было шлепать босыми ногами по холодной до боли росе. Фронт зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер. Замер и май 1942 года. А зори здесь были тихие-тихие. На 171-м разъезде никаких чрезвычайных происшествий, согласно сводкам, не произошло. Чрезвычайных нет. Шла обычная военная жизнь. Товарищи бойцы, повторяю боевой приказ. Противник силой до 2 вооруженных до зубов фрицев движется в район Выд-озера. Нам поручено захватить противника в плен. В случае сопротивления одного убить, второго взять живым. Вопросы? Вопросов нет, все ясненько. Ясненько. Так прошу занять позиции. И чтоб лежали, как мыши. И чтобы не шуршал никто. Первый я с ними буду говорить. По-немецки. Не рекотать. По-русски. Ежели вы в бою так высовываться будете, то медсамбата поблизости нету. И мамань тоже. Бабам с немцем хорошо издали воевать. Поэтому категорически приказываю. Лежать! Не рекотать! Пока лично огонь не скомандую. А не то не погляжу, что женский род, а? Все, инструктаж окончен. Поправляйтесь пока. Приводите себя в порядок, девочки. Он говорил мне, будь ты моей. Женька, ты русалка. У тебя же кожа прозрачная, как твой шарфик. Это подарок. С тебя ж скульптуру лепить можно. Несчастная баба. Такую фигуру мундировали
красивая. Да вот только красивые редко счастливыми бывают. Нет! Нет, Женька, не слушай ее! Тебе ж в музей нужно! Под стеклом на черном бархате, в белой фате, как невеста. На место положи, невеста. Тихо-то как во сне. Болото. Мертвое место. Погибельное. Стоять! Куда без приказа? А куда? Пожалуй, светила. Нету здесь женщин, нету. Есть бойцы и командиры. И покуда война не кончится, все в среднем роде ходить будем. Немцы вояки злые. С ними в каванки играть. Почти как со смертью. Так что в ухе вся у вас. В ухе все власть. Камелькова! Есть! В ухе да в глаза! Есть! В ухе да в глаза. Бабы. Мужикам-то война это, как зайцу курева. А уж вам-то довел, стало быть, фашист Россию, если уж и девки за винтари ухватились. Да не волнуйтесь вы, товарищ старшина. Справимся. Ой, девочки, а я каждое утро просыпаюсь и жду такого завтрашнего дня, чтобы он был. А ждать я умею. Главное, чтоб неторопливо, основательно, семейным был. Кто? День, что ли? Лиз, а ты когда-нибудь влюблялась? Не знаю, но каждый день я ждала свидания с праздником. Расскажи. Да и рассказывать-то нечего. Мама очень сильно болела, а я каждый день умывала, кормила, обед готовила, скребла, мыла, сено косила, кормила, убирала, обед готовила, скребла, убирала. А больше всего мне хотелось, чтобы меня пожалели. Говорили ласковые слова, а может быть даже поцеловали. И этот поцелуй был мне очень сильно нужен. А однажды отец привел в дом охотника. Городским был, молодым. Я ему сено на сеновале разворошила, подушку приготовила, а спускаться силами. Сижу, жду скрипа ступенек под его ногами, бестолковой встречи в темноте, его дыхание, шепота, даже грубости. Ой, Лизонька. Нет, никаких грешных мыслей у меня не было. Просто хотелось, чтобы в полную мощь забилось сердце. Помаячило что-то туманное и... А он тихо спросил, что, скучно? Глупости не стоит делать, даже со скуки. А больше я его и не видела, вот только записочку оставила. Мол, учиться тебе надо, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай, в техникум устрою. А потом война. Душа, когда устанешь верить, весна, она давна, как тайна приоткрытая дверь в кумирную золотого сна. Едва подругу покидая, ушел я в тишину и тень, и вот опять зовет другая вызывает тень. Но мглой весенней повито все, что кипело здесь, в груди. Не пой, не требуй, Маргарита. Мое ты сердце, не гляди. Девочки, а я в Москве училась, в университете. Отличницей была. Я всегда донашивала платья сестер. Длинные, тяжелые, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев всегда бегала в читалку и в обхат, если удавалось достать военную галерку. А заметила тяжесть своих платьев, сообразив, что очкастая
Ушастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает со мной в читальном зале. После нашего незабываемого и единственного свидания он подарил мне вот эту книжку блога и ушел добровольцем на фронт. И я надела форму, и сапоги, правда, они топают очень, потому что на 2 номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат. Это все знают. А мы случайно оказались рядом на вечере встречи с пограничниками. Сидели, боясь шевельнуться. Потом попал в общий фан станцевать вальс. За все спасибо, добрый друг, за то, что был ты правду друг. А потом он пошел меня провожать, а у меня сердце падало прямо в коленки. Потом каждую субботу писал мне коротенькое письмо, а я каждое воскресенье отвечала в ним. А в июне он приехал, сказал, что на границе неспокойно, что отпусков больше не будет, и что нужно немедленно бежать в ЗАГС. ЗАГС? Да, девочки, я же самая первая из класса замуж вышла. Да еще и не за кого-нибудь, а за красного командира. Через год родился сынок. Алик. Очень красивое имя. Алик. А еще через год началась война. Алика я сразу отправила к маме. А мой красный командир, он погиб на 2-й день войны. Погиб? Погиб. Все равно, Рита, ты счастливая. Тебя любили, а меня никто не любил. Да что же ты четвертачок? И вообще, подкидыш я. Даже фамилию мне в детском доме дали. Четвертак. Четвертак, вот это у тебя фамилия. Знакомьтесь, наша звезда Галина Четвертак. И вправду, это же я, Галя Четвертак, в 10 лет стала знаменитой. Взяла и сочинила сказку. И слава прошла, как только сказка всем надоела. Зато из подвалов стали появляться призраки в развивающихся белых одеждах. Воспитатели объявили тайную охоту за ведьмами, и первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась я, Галка Четвертак. Но тут меня настигла первая любовь. И вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Мне опять дали нагоняй и избавились спровадить библиотечную технику. А на 3-м курсе война. Меня земельщица. Правда, на составе меня никто не любит. Говорят, вру много. А не врать я просто не могу. И вообще, это не ложь, а мои желания. А если сильно-сильно желать, то все сбудется, правда же? Скажи, ты ведь все знаешь про любовь. Ой, Галка, как говорит старшина, наломала бестия любовь по-взрослому. Глаза детские, а неимоверной силы, как 152-миллиметровая пушка гаубица. Ты что, Ой, шальная ты же! Правда, шальная. Даже не знаю. А есть ли у тебя слабое место? Ахиллесова пята. А моя слабость, девочки,
красивое, женское, белье. Женька! Я, девочки, все умею. Умею скакать на лошади, стрелять, сидеть в засаде на кабану, Танцевать гонять на мотоцикле петь под гитару. и крутить роман, затянутыми в рюмочку лейтенантами, но для забавы, не влюбляясь. А ужин? Как же ты могла, Женька? А вот могла. Лужин был красив, таинственный, просто герой. Он же и подобрал меня, когда я одна одинешенька перешла на фронт после расстрела родных. Просто прилепил меня к себе. Мне нужна тогда была эта опора. Нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Найти и свести личные счеты за маму, братишку, сестренку. Перед боем тихие, теплые вечера и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних девочек гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. Закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не в этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Вояки у тебя, старшина. Гимнастерки бойко торчат на местах, солдатским уставом не предусмотрены. А из-под пилоток нахально лезут кудри всех цветов и фасонов. Зато не пьющие, молодые, шумные, задиристые, не успели узнать еще толком ни любви, ни радости, ни материнства. Зато горе уже нахлебались. Накормила война по самое не хочу. Товарищ старшина, идите сюда! Вы бы потише. Зори здесь тихие, далеко слышно. Мыслю я, то они несут. Кто? Ну, взрывчатку, на железку маршрут, на Кировскую дорогу. Настигло все кругом. И леса, и озера, и воздух самый. Все на какое-то что. Затаилось. Вот только птицы как-то странно кричат. Птицы кричат. Сороки, белобоки шебуршат. Значит, беспокоит их кто-то. Не иначе гости. Осянина, подымай бойцов. Мигом, но скрытно, чтобы не мигом. Вот она, Маргарита, эта минута, когда рождается случай. В обычной жизни мы не замечаем ее этой минуты. Но когда нервы напряжены до предела, то минута это делается ощутимой и длиной до бесконечности. Ну идите же, идите. Товарищ старшина, кусты! Чую, не высовываться. Где? Товарищ старшина! 2 немца! Оба тут! Рослый какой. Пятнистый плащ палатки. Высокие шнурованные башмаки. Автомат на изготовку. Шаг легкий, кошачий. Иду тихо, безмолвно, как тени. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. 16, товарищ старшина, на нашу! Вижу! Назад! Ползком! Теперь покуда что ползком жить будет. Комендант хотел что-то немедленно решить. В голове было отчаянно пусто. Федот испытывал сейчас самый настоящий страх.
Эх, пулемет бы сейчас, автоматов тройку, да мужиков к ним по сноровисти. Но была только пятерка смешливых девчат, да по 5 обоим на винтовку. Оттого я вливался потом старшина в то расистое майское утро. Бричкина, ко мне! Веселей дыши, Лизавета! Это ничего, что их 16, это даже лучше, что их 16. Да, лучше. Дорогу назад хорошо помнишь? Помню. Главное, болото. Продукт узкий, вправо, влево, трясина. Ориентир – береза. Да знания это ваше. Доложишь на заставе обстановку. Мы тут фрицев покружим маленько, но долго не продержимся. Сама понимаешь. Дуй. Дуй, Лизавета Батьковна. Дуй. Товарищ старшина, Плохо, девчата, дело. Стало быть, в 16. 16 автоматов – это сила. В лоб такую не остановишь, тут и не остановить тоже нельзя. А будут они здесь часа через 3. Так надо считать. Бричкина я в расположение послал. На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой вяжемся, то нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться. Потому как у них 16 автоматов. и что же нам смотреть, как они мимо пройдут? Нельзя. Нельзя их тут через гряду пропустить. Закружить. В обход Легонтового озера направить. А как? Ну, просто будем не удержимся. Вот и выкладывайте свои соображения. Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили? Да какие еще лесорубы? Война идет! Лесорубы в лесоне. Попригадно расплестись могут. Еще их там потом глухоте останут, как немцы искать. Ну, вряд ли. Опасно это. Чуть где засекут, сообщат куда надо. Потому как никогда неизвестно, сколько душ лес валят, где они и какая у них связь. Ну, девчата, орлы. Орлы вы у меня. Так, Четвертай, Егорыч, будьте в самом центре. Костры полите подымнее, ясно? Ясно. Аукайтесь, ну, чтоб лес звенел, ясно? Ясно. Сапоги, пилотки, ремни, все, что форму определяет, снимите. Ясно? Ясно. Галка захватит. Осянина, ступай с тем же приказом. Шуметь, да костры полить. Ясно. А левый фланг нас с тобой, боец Камелькова. Есть. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь, пусть слышит, пусть готовы будут. Топором деревья подрубал. Выбирал повыше, пошумнее. Подрубал так, чтобы от толчка свалить. И бежал к следующему. Пот застилал глаза. Нестерпимо жалил комар. Но старшина, задыхаясь, рубил и рубил. Товарищ старшина. Идут. Идут. По местам. По местам, девоньки. Только очень вас прошу, поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите. Орите позвончее. Эгегей! Гриха! Федот! Нагоняй подводу! Давай, девчата! Нажимайте сильнее! Забивайте, девочки! Как у нас на фронте всякое бывало! Раз на поле боя встретила козла! Голову скотине бомбой оторвала! У себя патрона в моем роде!
Чую. Значит, решились. Решились все-таки. Прощупать чащу, посчитать лесорубов. Не испугались. Змеи не выползут на раз, пересчитают по пальцам и стоять! Рая, Вера, идите купаться! Люба, братцы, Люба, братцы, жить! Нам бы до конца войны дожить и не тужить! Как хороша она была сейчас. Чудо как хороша. Высокая, белотелая, гибкая, в 10 метрах от автомата. Комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас ударит и переломится Женька. Сплеснет руками. Девчата, айда купаться! Ивана зовите! Эй, Ванюша, где ты? Эгегей. Иду! Иду! Идем сейчас! Погоди! Сверкнул запрет на белым, Женька села, вытянув ноги. Подставила солнцу до земли распущенные волосы. А тот берег молчал. И Восков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда. Ты где тут? Из района звонили! Сейчас машина приедет! Хватит загорать! Уходи отсюда, Камелькова! Добром не хочешь? Народу тебя покажу! На руках вынесу! Надевайся, Камелькова! Женька, боец Камелькова! Женька, ну ты бестолковая, не возьми тебя домой! Женечка, не плачь, уже не страшно! Женька! Ну ты счастливая, тебя же сам Восков на руках нес, как королеву! Это потом. Потом они хохотали. Когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманула, над ним старшиной Восковым. И он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию. А помня только, что провели немцы. За нас. Лихо провели. Ушли. Ушли. Девчата, ушли! Ну все теперь. Теперь этим немцам деваться некуда. Теперь они в страхе вокруг Легонтова озера сутки топтать будут. Ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит. Прибежит. Она быстро. Лиза летела через лес, как на крыльях. Она улыбалась, стесняясь того нового могучего чувства, что зародилось в ней. Думая о Воскове, она забыла о снегах. Возвращаться уже не было времени. И она шагнула в дряблую жижу болота, цепенея от ледяной воды. Почти животный ужас скапливался в ней. Еще час-полтора и добежит до своих. А когда комендант вернется, то они... Огромный бурый пузырь гулко спучился перед нею. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза резко рванулась в сторону. Она ее тисками заглатывала эта жизнь. О, бурый пузырь. Она извивается, задыхается в этом жидком месиве. И тропа где-то совсем рядом. Шаг, полшага. Но эти полшага, их невозможно уже сделать. Жуткий, одинокий скрип долго звучал над равнодушным ржавым баллоном. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве решаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому лесу. Лиза долго видела это прекрасное синее небо. И до последнего мгновения верю, что завтра будет и для нее. Ах ты, мать честная, курить до тоски хочется.
Так Осянина кисет забыла. Ну тьфу ты, женский пол. Беспамятный Олеша, тебя растрясить. Я знаю, где он лежит. Ну я скуришь Я куда? принесу! Странный этот крик. Естественный, почти беззвучный, как выдох, словно застрял среди листвы. Крик, с которым все отлетает, растворяется и потому долго звенит внутри. Этот звон словно холодит, замораживает, тянет за сердце. Ждали немцы Соню Гурвич, или случайно на них напоролась, бежала без опаски, громыхая сапогами по дважды пройденному пути, чтобы притащить ему, старшине Воскову, забытый на пеньке кисет, махорку трижды проклятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть. Почему пронзительной, яркой болью рвануло вдруг сердце? Нет, успела. И понять успела. И крикнуть потому, как не достал нож до ее сердца с первого раза. На мужика был поставлен удар. Грудь помешал. Ты чего скукожилась, товарищ боец? Холодно. Лоб давай. О, ты мать честная. Жар у тебя. Чувствуешь? Ну, вот оно, болотце-то. Вот они, сапоги полные воды. Так примешь или разбавить? А что это? Микстура. Ну, спирт, ну. Ой, что вы? Без Меня мама разговору. не любит. Нету здесь мамы. Есть немцы и есть я, старшина Восков. Мама у тех будет, кто войну переживут. Ясно говорю? Без разговору. Ну. Ну. Голова побежала. Завтра догонишь. Ты поправляйся, главное, товарищ боец. Немец. Куст, замри! Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Восков успел, толкнул Галю в кусты, сам за валун завалился, поймал ее взгляд и словно оборвалось в нем что-то. Боится она. По-страшному боится изнутри. Перед глазами Гали всплыло мертвое лицо Сони. Она физически до дурноты чувствовала тяжелый запах крови, и это рождало у нее тупой, чугунный ужас. Выгнувшись и заломив руки за голову, она метнулась на поляну через диверсанта, уже ничего не соображая. А ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками солдатских сапог. Давно старшина так не бегал. Метался по кустам, падал за валуны, поднимался, снова бежал, уходя от пуль. Дразнил фрицев, уводил за собой, от девчонок уводил. Мысли в голове шарахались, как мальки на мелководье. Две девчонки, две русские девчонки остались. Нет, нельзя так с собой рисковать. Никак нельзя. Эх, девоньки, бывает горе, что косматая медведица навалит, зарвет, терзает, но света не взвидишь. Отвалит, и ничего. Вроде можно дышать, жить, действовать. А бывает пустячок, оплошность. А за собой такое тянет, что не дай Бог никому. Не дай Бог этого никому. Женька, она всегда верила в себя. Она верила в себя и сейчас, вводя немцев от раненой Риты Осяниной, ни на мгновение не сомневаясь, что все закончится благополучно. И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Так глупо, так несуразно и неправдоподобно умирать в 19 лет. Немцы ранили ее вслепую. И она могла бы затаиться, переждать, но она стреляла.
Стреляла, пока были патроны, стреляла Леша, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и силы. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось. Солнца не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие. Забрала нас, мальчики, война, а закаты алые, алые, алые. И немцы добили ее в упор, а потом долго смотрели на ее и после смерти гордое, красивое лицо. Война раскладывает гигантский пасьянс из человеческих жизней. Переплетает судьбу людей причудливо и непонятно. Больше всего старшина боялся, что поймет Рита его растерянность. Учует. Нутром своим, женским, учует. Пока война, оно понятно. А что после войны ответить? Когда спросят, что ж вы это, мужики, мам наших от пуль защитить не смогли? Как же это так получилось? За что? За что я вас всех пятерых положил? За дорогу Кировскую, да Беломорский канал! Не надо, Федор. Родина ведь не с канала начинается, а с родного дома. А мы его защищали и мечту свою. Соня, о большой дружной семье, где все друг друга любят. Лиза мечту найти своего спутника жизни. Галка мечту найти свою маму. Женька большой и крепкой любви. А я о счастливом будущем своего сына. У нас у каждого были личные счеты. Все правильно мы сделали. Да не победили. Не победили они нас, понимаешь? Я еще есть. Меня еще повалить надо. Война. Война — это не кто кого перестреляет. Это кто кого передумает. Ну ничего. Ничего. Мы дома. Свой лес. Выручит. Ты посиди, поплачь. За девочек наших поплачь. А я в разведку. Маргарита Степановна. Посиди. Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать она будет долго и трудно. Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, а Рита мужественно и сурово смотрела в нее. Вдова в 20 лет. Она жила затянутая ремнем, на самую последнюю дырочку затянутая, сын оставался сиротой. По серым проваленным щекам ее медленно текли слезы. Рита выстрелила в висок. Восков скорее почувствовал, чем расслышал этот слабый выстрел. Лес трещал под немецкими сапогами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями. Безошибочный, охотничий инстинкт Воскова вел его прямо на зверя. На зверя. В руке намертво зажат наган с последним патроном. В кармане бесполезная граната без взрывателя. Кусок железа. Сознание уходило, и чудились в этом белесом мареве его подруги, невесты, жены, матери, девчата. Все 5. Старшина рванул скособоченную дверь и с криком влетел в избу. «Хендехох! Лягай! Лягай! Лягай!» И ругался черными словами, самыми черными, какие он только знал. Он трясся в ознобе, смеялся сквозь слезы и снова кричал. «Ну что, взяли, да? Взяли? Лично каждого убью! Лично!» 5 девчонок. 5 девчонок было.
Они прошли. Никуда вы не прошли. 5 девчонок. Всего 5. Они бы детишек нарожали. А те внуков, правнуков, они будет теперь этих ниточек. Маленьких ниточек в бесконечной пряже человеческой жизни. За что же их со смертью-то оженили? Чего ради? На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, и кричал мне эхо: не верь тишину, ты эту не верь. А ты знал, нелегко пробираться в тумане, чуть оступишься, и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. А зори здесь тихие, тихие. Педагоги, воспитатели, спасибо, что вы пришли на наш главный сегодняшний вечер, на генеральную репетицию, генеральный прогон перед завтрашней премьерой. Второй
проект литературного театра «Енештас» в этом учебном году уже радует любителей хорошей, добротной литературы в год литературы. И вот сегодняшняя работа по повести Бориса Васильева «Зори здесь тихие», наверное, еще раз подчеркивает, что год патриотизма, он должен быть не годом патриотизма, а веком. Каждый день, каждый час люди должны помнить, какой ценой была эта великая победа 60 лет тому назад. Сколько девчонок прекрасных, замечательных и душой, и внешней, которые не стали женами, не стали матерями. Во имя того, чтобы мы жили мирно, во имя того, чтобы мы помнили о том, что мир очень хрупок, он очень тонок. И пускай никогда не будет звучать над планетой Земля слово «война». Пусть она скорее просто исчезнет, и будет только мир, счастье, смех детей, плач детей, рожденных красивыми девчонками. А сегодня позвольте мне представить вам